Узбекистан. Чиновники будут освобождены от обязательной декларации своих доходов. В Таджикистане вновь напали на журналиста. Правительство Таджикистана умышленно занижает число инфицированных. В Узбекистане будут освобождены от обязательной декларации своих доходов чиновники и их семьи. В частности, президент страны, депутаты законодательной палаты, члены парламента и Центризбиркома, судьи, а также члены их семей. Законопроект о госслужбе опубликован для общественного обсуждения на портале СОВАС, система оценки законодательных актов, 26 мая. Проект закона, обсуждение которого продлится до 6 июня, также освобождает от обязательной декларации доходов омбудсмена республики, депутатов Жокаргы Кенеса, Верховного Совета Каракалпакстана, республика в составе Узбекистана и представительных органов власти на местах. Как подчеркивается в пояснительной записке к документу, принятие этого закона должно способствовать предупреждению коррупции и других злоупотреблений, а каким образом не уточняется. По мнению экспертов, этот закон, наоборот, будет способствовать созданию более благоприятных условий для хищения общественных и государственных средств. Чиновники, будучи обязанными декларировать свои доходы, когда наживают благосостояние, явно не соответствующее размеру их доходов, оказываются увлеченными в коррупции. Несложно представить, что произойдет, когда они не будут обязаны отчитываться о своих доходах. Стоит отметить, что систему декларирования доходов практиковал и один из праведных халифов Умар, да будет доволен им Аллах. Когда он назначал руководителей районов и городов, то он декларировал все доходы будущего чиновника, а при увольнении, если обнаруживалось, что тот или иной руководитель не мог заработать столько денег при его заработной плате, то конфисковал его имущество и не отдавал до тех пор, пока чиновник не обоснует происхождение средств. В Таджикистане корреспондент Азия Плюс Абдуллах Гурбати вновь подвергся нападению со стороны неизвестных лиц. Журналист поехал снимать репортаж о жителях, пострадавших от стихии в Хатлонскую область, в село Уяли. Когда он подходил к палаткам, где живут пострадавшие, к нему подъехала машина, оттуда вышли несколько парней и сразу набросились на него, обвинив в подстрекательстве, сообщил сам журналист. Я начал объяснять, что журналист, и приехал сделать сюжет. Они не слушали, и один из них начал избивать меня, другие смотрели. Тот, кто избивал, представился главой Джамуата, сообщил журналист. В свою очередь, пресс-служба МВД рекомендовала журналисту обратиться в местные правоохранительные органы с заявлением. Напомним, что это уже второе нападение на Абдуллаха Гурбати. 11 мая вечером Абдуллах Гурбати был избит неизвестными в масках возле собственного дома. МВД Таджикистана 15 мая возбудило по факту избиения уголовное дело по статье 237, часть 2 ПБ «Хулиганство» Уголовного кодекса Республики Таджикистан, но причастные к этому преступлению не найдены. Президент корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Джейми Флай сообщил журналистам, что таджикская служба радио Азади на фоне недоверия к официальной статистике составляет независимый список жертв COVID-19 в своей стране. Власти Таджикистана почти месяц игнорировали рекомендации Всемирной организации здравоохранения и отрицали наличие коронавируса. Лишь 30 апреля Минздрав страны сообщил о первых 15 случаях заболевания в республике. Джейми Флай сказал, что таджикская служба радио Азади изучает официальную статистику жертв. Власти сообщили о смерти 33 человек за период с 30 апреля по 15 мая, в то время как только на кладбищах в Душанбе за это время появилось 50 свежих могил, говорит президент медиакорпорации. По его словам, после публикации радио Азади власти республики закрыли доступ журналистов на кладбища и запретили съемки в местах захоронений. این قبرستان میگویند که از 1 مای سر کرده تا امروز حدود 40 قبر در اینجا کنده و МИД Таджикистана затянул с выдачей аккредитации 8 журналистам радио Азади, и они не могут продолжать работать. Более того, отметил Джейми Флай, проправительственные фейковые аккаунты в Фейсбуке устраивают нападки на сотрудников таджикского бюро, публикуя карикатурные фотографии журналистов и оскорбительные комментарии в их адрес.